Салам алейкум, дорогие подписчики. Когда я начала учить ислам, когда уехала за границу учиться, да, я уже начала понимать, уже сравнивала воспитание своих родителей, мои родители, с исламом, что правильно они меня воспитывали. При СССР, представьте себе, что я родила и выросла в СССР, мои родители правильно меня воспитывали. Воспитание было правильное воспитание. А дальше сама развивалась, дальше сама узнала про религию, про религию ислам, что женщина, что имеет это право в исламе, что не имеет права в исламе. Насчет этого получения знаний, девочка, мальчик, они одинаковые в исламе. Они оба имеют право получить знания. Вот. Насчет этого права женщина, тоже это, я узнала свои права, я знаю. А вот если кто знает, ищет и, как говорят, кто ищет, и найдет, правильно? Я учила, получила знания и узнала свои права, алхамдулилля. Поэтому, да, поэтому, хотела еще сказать, добавить, что если человек не хочет жить в исламе, да, не учит ислам, причем здесь ислам? Религия сам не виновата для человека, который сам не хочет или сама не хочет жить в исламе, да? Вот я хотела жить в исламе, учила, раздевалась и получила, живу в исламе. Если человек не хочет в исламе, жить в исламе, ислам не виновата. Вот я смотрела видео там, насчет ЛГБТшник, они говорят, мне не нравится жить в исламе. В исламе много что ограничено, много что. В исламе ничего нет ограничено. Ислам, в исламе жить одно это наслаждение, одно вдохновление. Человек вдохновляет каждый день, который живет в исламе. Нет у нас ограничено. Ограничено что у нас? Не совершай грех, не пей спиртни, не кури сигарет, не избегай это прелюбодеяния, это слушай своих родителей. Как это? Что это у нас ограничение? Ограничение вот это, что-то это избегается от всех грехов. А что, больше нет у нас ничего ограничено? Получение знаний у нас разрешено женщинам и мужчинам. Это все они миф чужой, они несут, что в исламе я не хотел жить, поэтому он мусульман, стал ЛГБТшник. Неправильно воспитывали, неправильно объяснили ислам ребенка, поэтому он вот таким стал. Вот меня правильно воспитывали мои родители, я правильно пошла и по истине путь, правильно? Это все это факторы риска очень много. До сих пор ученые, они еще это основные причины насчет ЛГБТшник еще не нашли. Они ищут до сих пор. Основная причина. Я вам говорю, основная причина, что это быть далеко от этого Создателя, от Аллаха. Быть далеко от Создателя, неправильное воспитание, это наши, как это, мусульмане своего ребенка. Вот он говорит, что в исламе много ограничений, поэтому я не хотел жить в исламе, поэтому я стал ЛГБТшным, мальчик говорит. А второй говорит, что это мне не понравилось, как родители ко мне относились. Пожалуйста, мусульмане, относитесь к своим детьми хорошо, как это требует наша религия ислам. Не то, что другого что-то добавить. Ничего не добавляйте в ислам. Религия ислам чистая религия. Чистая религия, ничего не надо добавить, ничего не надо убавить. Как есть это ислам, берите, учите и живите. Берите, живите, учите. Берите, учите и живите. Наша религия достойная религия. Ничего не как это достаточно это все в исламе есть. Достойная, с достатком, ничего этого в нашей религии нету, это что там на какой-то вопрос не получите это ответ. На все вопросы нашей жизни мы найдем ответы в Коране, это жизнь нашего пророка Мухаммада. Поэтому это чушь они несут, это миф, что религия ислам это ограничено. Это ребенок, он не знает, он всякое, что он это в голову приходит и говорит. Как психологи же говорят, что дети с 10 лет по 15 лет, они не знают, что они говорят, не знают, что они хотят. Вот ребенок в этом возрасте, он стал ЛГБТшник, это ему было 14 лет. Да, он не знал, что говорит, он не знает, что он хочет, и взял, пошел по этой пути. Если мы объяснили бы правильно, это как он сам, если, как я стал бы учить, да, религия ислам, не стал бы ЛГБТшник, или еще родители правильно объяснили бы ему, как мои родители. Вот так. Это мое мнение. Это как ученый тоже могу сказать свое мнение. Мое мнение это, что основная причина далеко от Аллаха, от Бога быть. Первая основная причина.
что они становятся ЛГБТшниками. Вторая причина – неправильное воспитание, это родители. Третья причина потом окружение, это интернет и так далее. Благодарю за внимание.